Так вот, прилетает Путин, его лично встречает Токаев в аэропорту. В принципе, по протоколу президента встречает, как правило, протокол стандартный во всем мире, министр иностранных дел. Его встречал лично Токаев. И рассказывал про то, что там звезды сложились и полумесяц такой-то. Ну, то есть видно, кто его хозяин, одним словом. Ну и провожал-то тоже он его. Но представьте себе, ни один президент, который прилетел в нашу страну, никого не встречал Токаев. Ни Эрдогана, ну как вам там, любители Турана, тюркского мира, вам неплохо было бы откомментировать? А что же он там, тюркского мира, не встречает Эрдогана лично, отправил премьер-министра? Не встречал он лично Макрона, но только он его провожал. И вы видели, как они там обнимались. Вот, по итогам, вот, пожалуйста, по мне негативное решение. Он, видимо, с ним там договорился устно, и вот поэтому и провожал. Но по Путину, вы видите, везде там голубые шары на Экспо, цвета России. Ну и давайте мы скажем, посмотрим, что было сказано. Я хотел бы обратить ваше внимание, все смеются, издеваются по поводу того, что Путин не мог произнести 2 раза имя Токаева. Ну, Путину вообще очень просто, мебель и все, или жихаз в конце концов, что париться. Не может, для него сложно имя произнести. Вот я вижу по всем разным каналам насмешки, что он, Путин, не может произнести имя Токаева и так далее. Вот, собственно, на этом был акцент. На самом деле, акцент надо было делать в другом, уважаемые друзья, и вы должны его увидеть. На самом деле идет слив непрерывно нашей страны. Вот Кармет-комбинат, то, что Миттал уходит, в конце концов мы там увидим на конце Россию. Урановое, самое крупное месторождение в мире, Буденновское, отдано бесплатно Росатому. Бесплатно. Ее стоимость минимум 16 миллиардов долларов. Это 8 годовых бюджетов города Алматы, где проживает 2 миллиона человек. Представьте, вот раз подарил. Мы все говорим, что Казахстан богатая страна, природные ресурсы, и не можете никто понять, как же так вот люди бедные живут. Почему? А потому что вот такая вот ситуация сливает нашу страну, все богатства вот таким образом. Но при этом, конечно, с той стороны им тоже откатывают. Вы же понимаете, что Токаев не просто так бесплатно отдал актив на 16 миллиардов долларов. Вот этот человек продает нашу страну, отдает бесплатно Путину. Вот. И такого рода обсуждение, что он не так произнес Путин имя Токаева, это просто замыливает, уводит вас от реальности. А реальность такова, что он нашу страну сливает. Даже на тендерах Мангыстау побеждает российская компания. Принимается решение о строительстве 3 ТЭЦ, никому не нужных. Эти ТЭЦы, вот эти совковые, никому не нужны, потому что в мире автономная система отопления. А тут трубы тащат километры, потом они прорывают, текут, потом, как экибастуз, весь город начинает замерзать. Мир давно уже от этого отказался. Это то же самое, представьте, что если у вас был домашний телефон, стандартный, стационарный, мобильный вы не знали, что такое интернет не знали, не могли бы разговаривать по мобильному телефону. У нас тащит тот совок. Понимаете? Тот совок, который был и есть до сих пор. Что Путин предлагает? Будем собирать «Жигули». Таких раньше собирали. Кому нужны эти тазики? Сделали всякие разные дополнительные сборы, утиль-сборы, все прочее. В несколько раз импортные машины другие дорожают, чтобы вы покупали этот совок. Вот куда нас тащит Путин. И вот что, смотрите, интересные вещи, что они говорят. Путин вообще, помимо роста товарооборота между странами, он заявил следующее, обратите внимание. 42 тысячи предприятий с иностранным участием зарегистрированы в Казахстане и 19 тысяч российские. Вы же понимаете, вот эта помощь в обходе санкций именно через эти компании в том числе осуществляется. То есть Токаев помогает активно Путину обходить санкции. Это уже доказанный факт во всем мире. Гоняются товары из Китая незарегистрированные. Через Казахстан проводится реэкспорт тех товаров двойного назначения, технологии, которая позволяет ракетам летать, бомбить Украину. Электронику и все прочее. Это все делает Токаев. Это действительно задний двор, или как мы раньше говорили,
задняя дверь России. Вот что такое Казахстан. Все равно санкции к нам придут, какие бы люди ни приезжали, Макрон, еще кто-то, санкции придут неизбежно в Казахстан. Потому что вчера, вот, например, вышла резолюция Европейского парламента. Там четко было написано, что эти страны, там Казахстан в этом списке, Кыргызстан, вы должны понимать, что это мы провели огромную работу, чтобы эта резолюция именно вышла в таком формате. Иначе Казахстан, Кыргызстан никто бы не заметил. Санкции придут. Резолюция вышла, шаг за шагом. Кто бы туда ни приезжал, они будут вынуждены санкции принять, потому что Казахстан действительно задний двор, задняя дверь Путина помогает обходить санкции. Рост экономики российской происходит благодаря этому. И поэтому продолжается война и гибнут тысячи людей. А это в любом случае западный мир вынужден будет приостановить. И все те, кто помогает персонально, как государство, они попадут под санкции. Мы говорим, что под санкции должен попасть Токаев, Кулебаев и там еще ряд лиц. Персональные санкции. Заблокировать их личные счета, заблокировать их активы. И все люди, которые будут им помогать, министры и так далее, тоже автоматически попадут под санкции. Вот что мы сейчас двигаем. И вот вчера вышла резолюция Европейского парламента, четко было описано, это обращение в том числе Еврокомиссии к правительству, которое должно среагировать и разработать ряд мер, а меры простые, персональные санкции против Токаева и узкой группы, тех, кто помогает Путину. И вот смотрите, помимо всего этого, они договариваются, что через территорию Казахстана газовая инфраструктура будет использована для поставок российского газа в Китай, в Узбекистан. На самом деле Узбекистану там зачем покупать, черт знает откуда, с Ямала через там, тысячи километров тащить российский газ, когда под боком Туркмения. Зачем? Это очевидно маневр, якобы тройственный союз с Узбекистаном, якобы узбеки покупают российский газ, а он им не нужен. На самом деле это маневр, чтобы этот газ пошел по трубопроводу Туркмения, Узбекистан, Казахстан в сторону Китая. Там есть сейчас свободные мощности, свободная труба на 15 миллиардов кубов газа, и эту еще трубу они хотят расширить. Вот что происходит сейчас, чтобы вы понимали. То есть этот человек, Токаев, откровенно сливает нашу страну. Он прямо говорит, что мы были частью Российской империи, и Россия там должна присутствовать и так далее. Вот это она реальность. Маршруты различные организовываются. Все для того, чтобы помочь Путину удержать власть. Промышленные активы уходят, аэропорты сливаются Путину. Это президент, который не просто дал команду расстрелять мирных граждан в январе 2022 года. Он не просто убийца, это не просто человек, который давал поручение тысячи людей пытать. Это человек, предатель наших национальных интересов. Он сливает наш суверенитет. Именно поэтому этот режим не должен быть у власти. Мы их должны отстранить и наказать.